братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь... Сегодня в Москве и Варшаве появился новый повод для разногласий. Он касается эпизода общей истории стран, который на первый взгляд вообще не должен был вызывать никаких споров. Некоторое время назад Россия запросила у польских властей разрешение увековечить память красноармейцев, погибших в плену под Краковом в начале 20-х годов прошлого века. И вот сегодня из Польши последовал отказ. При этом аргументы российской стороны о том, что мемориальный знак не носит политического характера, это лишь дань памяти погибшим, польская сторона слушать не стала. Владимир Чернышов изучил историю вопроса. Этот памятник в виде креста в память о погибших пока еще только в эскизе, а воевода Ежи Миллер уже отвергает дар. На Раковицком кладбище в Кракове захоронение пленных красноармейцев времен военных столкновений с польскими войсками 19-21 годов прошлого века. Но глава малопольского воеводства предлагает еще проверить и задокументировать все национальности погребенных здесь со времен начала Первой мировой войны. И с установлением памятника именно загубленным красноармейцам не торопиться. Памятник советским солдатам, погибшим в польском плену в 19-21 годах, должен быть поставлен на месте их захоронений по инициативе Российского военно-исторического общества. Это общее трагическое прошлое почему-то кажется краковским властям недостаточно документированным, хотя документы, подтверждающие захоронение красноармейцев на Раковицком кладбище, подписаны и польской стороной в 2013 году. Только на одном этом кладбище покоится около 1500 советских солдат. На территории Польши сгинуло, по разным подсчетам, от 60 до 100 тысяч советских военнопленных. Они погибали в нечеловеческих условиях польских, назовем эти вещи своими именами, концентрационных лагерей. Абсолютно не... Всю эту ситуацию нужно внимательно проанализировать. Краков всегда почтительно относился к памяти погибших солдат. Наши власти, например, заботились о советских захоронениях времен Второй мировой. И сейчас мы не должны отказываться от идеи памяти. Но памятники польским солдатам в России как раз ставят. Именно российская сторона с большим почтением относится к мемориалу в Катыни, где память польских воинов хранится бережно. Содержание польского захоронения и общего мемориала находится в образцовом состоянии. И неоднократно уважительное отношение сотрудников мемориала к польским гражданам выражалось в благодарственных отзывах. Польская сторона мотивирует временный отказ необходимостью новых исследований национального и классового состава похороненных на Раковицком кладбище солдат, ссылаясь на то, что если поминать, то не только красноармейцев. Там с начала Первой мировой солдаты разных народов погибли, но ведь и в Красной армии не только русские воевали. Там вместе лежали русские, украинцы, люди всех национальностей, населявших тогда Российскую империю. Те, кто отказывает в установке памятников погибшим солдатам, будут гореть в самом нижнем круге ада находиться. Впрочем, польская сторона в качестве временного решения предлагает установить пока табличку о всех погибших в польском концлагере на период и Первой мировой, когда территорией управляла Австро-Венгрия, и периода гражданской войны, когда Красная армия столкнулась с польской. Камнем преткновения для польских властей стало выделение именно красноармейцев в отдельную группу. Но Российское военно-историческое общество от идеи памятника не отказывается и надеется, что памятный знак красноармейцам все же будет установлен на их могилах в Польше. Владимир Чернышов, и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче?